Всемирный конгресс татар уделяет большое внимание проведению федеральных сабантуев. Федеральный главный сабантуй городской нынче был в Якутии, в Якутске. Это очень далеко. Далеко все это организовать. И организовал все это такая мощная команда с новым главой администрации Ратмиром Беляевым. Это администрация Нижнекамска. Рассказываем местным жителям про нашу культуру. Пролог, и артисты, и концерт. Нужно было в Якутии показать вот эту татарский уровень эстрады, искусства, эту планку. Они нам по духу, по менталитету близкие. Они тюркские народы, несмотря на то, что у них другая вера, несколько другой быт. Братский народ, мы же тюрки. Я почувствовал какую-то близость. И если у нас с ними один язык, может быть, через 150 лет у нас все равно произойдет интеграция с якутскими народами. После этой поездки мы организовываем в Москве. У нас есть уже несколько такая небольшая группа людей, 15-17 человек. Это землячество Якутии, потому что они тюркские народы. Теперь мы этому уделим большее внимание, привлечем молодежь, и у нас будет полноценное, большое, со всей деятельностью землячество Якутии в Москве. Уникальные люди, они живут в сложных условиях. Там дома на вечной мерзлоте, сельское хозяйство сложное, холодно, там месяцами 56 градусов, да, там принято машинам покупают шубы, и машины одевают шубы, и многие машины не глушат ночью, они работают всю ночь, потому что холодно. Такая тяжелая природа, очень большие расстояния между городами. Вот река Лена, больше 3 миллионов квадратных километров. Уникальный быт, уникальная культура, но надо им отдать должное, чему я удивился, что вызывает уважение, это якутский национальный колорит и дух якутов. Аргыс – это молитвенный ветер. Урага поет с просьбой о счастье и благополучии. Когда они одевают эти костюмы, они их одевают с удовольствием. Они преображаются, у них становятся другие глаза, походка. Они уходят в дальние века предков своих. И вот они, как они танцуют, как они пляшут. Вот эти вот якутский дух, он им помогает выжить. И во многом с них нам можно брать пример. Вот это вот национально. Почему мы на сабантуях не переодеваемся? Почему мы на сабантуях не преображаемся? Этот татарский, башкирский дух не вселяется в нас. Мы или вольные зрители, или вольные пешеходы на сабантуях. Мы должны принимать участие во всех состязаниях. Эти состязания наши татарского сабантуя, они уходят в века. Поэтому вот этот у якутов я очень много научился, почерпнул, много с ними общался. Вот, много у нас встреч будущих. И все-таки наш глава республики Раис Рустам Нургалеевич очень тесные, хорошие отношения имеет с руководством Якутии. И вот эти отношения, они очень перспективны. Это и туризм, и, значит, лечение, и бизнес, и торговля. И поэтому вот это вот отношение близкое на верхах, будем говорить, оно как-то перенеслось на настроение всех участников сабантуя. Было в районе 50 тысяч. Когда мы говорим «хорошо-хорошо», все равно хочется что-то пожелать такое, чтобы они взяли на вооружение, учитывая наши многочисленные поездки по сабантуям. Нужна была детская площадка. Детская площадка отдельно для детей и отдельно для детей якутов, чтобы якутские дети
Якутии посмотрели наш быт. Вот это нужно было для Якутии детей. Второе, нужно было обязательно сделать какие-то помещения, круглые столы бизнесменов, чтобы там рождались какие-то бизнес-проекты, строители со строителями, нефтехимики нефтехимиками. И вот такие деловые клубы, они бы являлись бы потом в плане финансовой помощи в проведении будущих мероприятий. Обязательным атрибутом всех сабантуев раньше это были аллагые и вечерние сабантуи, где люди знакомились. И потом, через некоторое время, были никяхи, были свадьбы. Вот нужно обязательно сделать вот такие площадки, может быть, разного возраста до 20, до 30, до 40. Вот эти вот аллагы сделать, значит, знакомиться. И в Якутии такая же проблема, как и у нас. Ассимиляция. Ассимиляция наш главный враг, да? И когда создаются вот эти семьи совместные, то теряется и татарский, и якутский языки, культура, фольклор. И вот параллельно с нашим аллагаем нужно создать и якутский аллагай, а провести его нам, по нашим обычаям и нашему сценарию, так сказать. Вот такие небольшие пожелания. А так, значит, был хорошо проведен праздник, уровень и дорожа, как говорят по-татарски. Празднику придало, конечно, личное участие. Он долго ходил, везде все смотрел со своей делегацией наш уважаемый раис республики Рустам Нургалеевич. Поэтому пожелаем дружеских отношений с якутами, сотрудничества, и чтобы это вот сотрудничество было полезно и для них, и для нас, хорошего самого всем якутам, особенно проживающим в Москве. Спасибо.